Всем привет! Вечер 10 мая, и мы опять на нашей весновке. Но сегодня я в гордом одиночестве, потому что вчера меня здесь не было. Вчера я ездил домой. Вчера был великий праздник. 9 мая, День Победы. Отметили в кругу семьи. Тем более приезжала моя дочь Леночка. Отвез гостинцев, уточек, рыбки привез. В общем, сегодня она уехала дальше учиться, приезжала на праздники на 3 дня. И я не мог просто не съездить, чтобы мне повидаться с дочерью. Съездил. Саня со мной тоже выехал. Саня, Калина. А Саня, Серега оставались здесь. Вот они порыбачили, поохотились, поймали рыбки. Сейчас вот встретились по дороге. У нас получилось как бы... Я заезжаю на вахту, они выезжают. Но вахта у меня будет недолгая. Завтра узнаем, или на 2 дня, или завтра придется мне ехать обратно на работу уже. Это завтра на телефоне, в общем, все решится завтра. Пока же я сюда приехал, вон уровень воды, вода прет. Если мы оставляли лодку вот там, то уже больше метра поднялась. И вот уже она почти дошла до березы. Но как бы до прошлогоднего уровня, где она доходила, еще 1,5 метра она должна прибыть. Пока палатки пусть стоят день-два, а там видно будет. Серега, Саня отдохнуть, Серега на работу. Саня вроде бы брал выходные. Или Саня приедет один, или они с Серегой приедут только на выходные. Но это опять же все покажет время, что да как. Сейчас вечерняя зорька, вот садится солнышко. Я недавно приехал с дому, привез свежих продуктов. Все, привез то, что надо. Немного отдохнули от весновки, выспались хорошенько. И вперед, шалаши. Серега говорит, вчера утка была. Вот самое интересное, да, вот я выезжаю домой, утка есть, утка летит, приезжаю, утки нет. Вот с Калиной сидели всю ночь, одна кряква, а 1 чирок только был. Сегодня вот уезжали, ночь она без нас была, опять, говорит, уток было валом. Раз 30, говорит, садились, просто, говорит, то левее, то правее. Ну, что-то они там, около 7 уток, что ли, с Саньком добыли. Утка разная, всякая, хохлат очернить уже, и гоголи, связи, черки. Даже вроде кряква садилась, но кряква не добыли. Кряква уже, наверное, скоро, не сегодня-завтра, может уйти, уже села на яйца. Но все это мы увидим. Осталось совсем немножко. На острове резиновая лодка с Саньком мы позавчера заносили. Там раскладушка, там палаточка. Все там. Уезжаем с ночевкой. Будем ночевать там, в спальном мешке, на раскладушке. На земле спать не будем. Час-полтора, я так думаю, но около 2 можно и так перекимарить, потому что ночью тоже утка летает. Хорош болтать, в общем, поехали, погнали. Все, якорь подняли. Наша лодочка. Красотулечка. Потихонечку уже к ней привыкаю. Вернее, уже практически привык. Не любит тоннель. Льда не любит. Также не любит всякие веточки туда-сюда. Вот в тоннель заходит веточка. И все. Начинает уже типа буксовать. Приходится поднимать мотор, чтобы ветку с тоннеля выкинула. А так. И походу вот и не работает он в полную силу. Как бы чувствуется мощь мотора. Попробовать надо поменять винт. Вот на среднем едет он, да, скажем вот так. И на полном едет вот так, вот, скажем. Чуть-чуть быстрее. Ну а так четенько все. Главное, чтобы мусор в тоннель не попал, и все. Очень много мусора, потому что вода прет. Любая щепка, любая веточка уже там начинает ерундить. Вот. Опять что-то попало под мотор, вот так. Раз, подняли, убрали, все, поехали дальше. В тоннеле вот здесь вот получается она как-то застревает, эта ветка. Ладно, встречаемся на острове. Лодка проехала. В общем, лодка проехала по
самой мели, лишь бы вода сейчас не упала. Если вода упадет, мне придется тащить эту лодку, но думаю, справлюсь. Вот такая вот глубина, и мы проскочили. Потому что там на острове оставлять опасно. Если вода прибудет, придется в дырявых броднях как-то проходить. А тут уже материк, как говорится, берег. Все, погнали. Друзья, по мере приближения к воде, к лужам, вот этому озеру, вижу перелет уток. В основном это черки, но это уже радует. Это уже очень хорошо. Дай бог, чтобы сегодня хоть утка полетала. Говорят, сегодня и на озере было очень много уток. Озеро открылось полностью. Закинули с Серегой туда 4 сеточки на карасей. Коротенькие, 40-очки. Так что завтра посмотрим. Сегодня он еще 2, он еще 4 черочки. Ладно, все, выключаемся. До лодки. Вот, вижу чешую. Значит, рыбалка удалась ребятам. Это хорошо. Первая сеточка у нас прямо здесь. В этой лужице. Но это пока лужица. Завтра, послезавтра здесь уже будет вода. По крайней мере, Серега говорит, здесь в этом у них уже один ясь был. Так, это сюда. Рюкзак, не знаю, лучше, наверное, не снимать пока, чтобы не испачкать его. Блин, надо было подкачать. Ладно, как-нибудь переплывем. Не будем терять время. Как бы здесь уже недалеко не утонем. Вот она, наша сеточка. Серега говорит, сильно не поднимали, потому что очень много травы. Ромка здесь косить-то косили, а убирать не убрали. Так, что-то походу дергает. Нет, нет. Там просто кольцо. Ветра нет, но лодку лучше привязать. Первым делом обойду озеро. Оставлю рюкзак, гляну на озеро уток, потом уже пойдем в шалаш. Потому что... А вдруг, я понимаю, что без ветра подойти будет очень сложно. Ну, посмотрим хотя бы. Днем, говорят, утки здесь было очень много. Хотя бы расшукаю. Вот она. Ладно, не будем пока. Гоголь. Можно было попробовать лед. Далековато было. Пока не будем шукать. Вот он кружится. Все, что ли? Это вся утка, что была. Да ну нафиг.
Не видать. Ладно, пошли в шалаш. Как мы видим, здесь позавчера еще лежал снег с колены. Вон снега осталось совсем немножко. Скоро здесь будет потоп. Скоро здесь затопит все. Но пока сегодня это точно хватит. Так, вижу. Серега выставил чучела немножко. Так, какая-то куряшка здесь была. Кто-то курил. В общем, выгружаемся и ждем уток до первого прилета. Что, друзья, время 8 часов, если быть точнее 19:57. Утка пока не летит, но птички, которые пели в кустах, вот всякие там птахи, замолкли. Это значит, сейчас буквально полчасика будет тишины. И первые утки уже типа хохлатые чайники, если они есть, уже начнут перелет. И ближе к 9, вот уже к темноте ближе, по идее, должна быть утка. Но я вам говорю, вот вчера Серега здесь сидел, я был дома. Утка, говорит, летала. Около 30 посадок, говорит, было. Гильзы по гильзам тут видно. Пострелял он хорошо. Позавчера мы с Калиной были здесь. Одна кряква, один чирок садился. Ночевали здесь прямо на раскладушке, ждали. Бесполезно. В темноте сядет было и не видно ничего. Но Саня вот добыл крякаша, селезня и чирок. Вот один тоже самец. Вот. Не знаю, поможет, не поможет, но вот Серега выставил чучела. Вот такие вот. Чисто по мне, так они кажутся очень яркие. Вот он, зеленый селезень. Вот тут уточка коричневая. И там еще, вон еще третий. И там далеки вот еще четвертый селезень вот плавает. Еще дальше вон какая-то утка белая, не знаю. 5 чучелов он есть здесь. Не знаю, помогут, не помогут, но по крайней мере, если даже туда не сядут, как раз будут плюхаться сюда. А вот сюда, на вот эту мель, получается, как раз вот ночью и садятся крякаши, чирки. Сейчас это тут воды еще много. 2 дня назад вообще здесь воды не было. И плюхались, получается, на ура. Не знаю, что будет сегодня. Главное, садятся и видать, куда что стрелять. Бывает, даже летают в мою сторону, потому что так как темно, зарево вот там в другой стороне. По большому счету надо сидеть там в кустах, но там сыро, там вода. Ну, там оттаяло, в принципе. Там тоже можно сидеть, где Рома прошлый год сидел. 2 дня назад там снегу было еще по пояс. Сейчас там все растаяло. Но там совсем немножко обзора получается. Здесь обзора можно, ну, больше. Так что посмотрим. Сегодняшний вечер. Вода прибывает. Если утка будет основной массой садиться туда, значит пересядем завтра туда. Если сюда, то остаемся здесь, пока нас не выгонит вода. А она уже скоро очень выгонит нас. В общем, друзья, ждем. Взял с собой перекусить. Чирок где-то вроде чиркал. Перекусить. Так что перекусим. Взял с собой одежду. Вот сейчас вот я оделся. Пришел налегке, то весь употел. Сейчас полностью раздевался, оделся. Вот. Чуть позже, вот как немного остыну. Как остыну? Ну да, остыну я. Вспотел, потому что есть одену одну куртку. Есть у меня еще зимняя куртка. И ночью, когда уже ничего не будет видать, здесь у меня спальный мешок.
Спальный мешок. Спального мешка у нас нету, оказывается. Ну и ладно. Нет, так и нет. Значит, будем... Есть палатка. Спальник я, значит, забрал. Я думал здесь, значит, он там. Есть палатка на случай дождя. Есть плащ-палатка от вездехода 11. Кстати, можно, наверное, прямо сейчас показать ее. Пока светло, пока утка не летит. Я уже давно ее таскаю. Вот такая вот плащ-палаточка. В общем, если пойдет дождь, можно ее одеть как плащ. А при желании, чтобы комфортнее было, можно ее натянуть как палатку. Для этого понадобится всего 2 колышка, вот так вот. Понимаете, да, плащ-палатка, что вот? Одну жердину между этих колышек. Ну, типа кострище, вот когда жить на костре. И на нее накидываешь, и получается как палатка. То есть можно внутри уже тем более цвет вот камуфляжный. Видите? Цвет камуфляжный. И очень удобная штука. Можно вон. Вот такая вот штукенка. Можно просто как плащ одеть. Вот так вот. Сейчас ее оденешь. Так вот. Все. Как бы мне уже не страшен дождь. В то же время я могу стрелять. Вот там, скажем, руки у меня свободны. Двигаться абсолютно. Дождь будет стекать вот так вот. Вот такая вот. Ну, камуфляж, правда, немного не такой надо будет. Это зеленый вариант. Вот если цвет камыш, вот желтый камуфляж, я так думаю, он будет лучше. Ткань Оксфорд, непромокаемая ткань. Это такая ткань, из чего сделана моя палатка. Вот. А при желании, вон, тут есть застежки. Вон. Можно вот так застегнуть. Получается как куртка. Защелка. Все. Теперь это у меня будут как рукава. Все. Вот такая вот плащ-палаточка. Я так думаю, она еще не раз мне пригодится на случай дождя. Сколько раньше мы мокли на рыбалках, проливной дождь, вот Саня Мазай, вот были мы, сколько роликов, просто промотали. Мало того, что поливает ливень, еще и пошло громыхать, ёпрст. Вот это нам бы нафиг не надо. Это кто летит, утка что ли? Да. Низко пошла, сейчас все и упадет. Точно утка. Гасится от грозы. Вот тут где-то была Гроза-то бы как бы и нафиг не нужна. На грозу хорошо рыбалится? Ну да, особенно в лодке стоять, блин. Как раз она разрядом в лодку шандарахнет. Вот так вот сверкает, громыхает, а мы рыбачим. О. Рыба, наверное, думает, нашли
время рыбачить. Такой затяжной гром. Промотали. А так одел, и все, у тебя руки свободные, ты можешь держать удочку в руках, хоть стрелять. И в то же время, если при желании, можно растянуть ее на колышки и пользоваться как палаткой. Я так думаю, натягивать ее как палатку не буду. Если что конкретно уже затянет проливной дождь или еще что-нибудь, я взял палатку, просто раскину, открою и здесь буду также смотреть. Вот. Вездеход 11, это, кстати, там же производят эти плащ-палатки, где я и заказывал лодку. Так что ссылочка та же самая. Скидка 5% на весь товар. Так что и на плащ-палатку, если будете заказывать и укажете промокод Комирбак, вам обязательно должны предоставить скидку. Вот так вот. Так, ну теперь делаем, пока уберем. Пока дождя нету. Если будет дождь, обязательно мы накинем, потому что от холода можно спастись одеждой, а от воды поможет только плащ. Как не одевайся, если вот такие вот куртки, они просто как тряпка сразу промокнут, и в сырой одежде ты уже будешь замерзать просто. Вот, ждем, подождем вечерку. Ну, а как будет темнеть, достану телефон, здесь связь какая есть, хреновенькая, пока отвлекаться не буду. А по темноте уже, когда уже ничего не будет видно, поотвечаю на комментарии. Ролики выходят через день. Кто-то, правда, краем глаза сегодня посмотрел комментарии, пишет, что они стали очень короткие, 10 минут, типа ты еще по 5 минут делай. Ну, коротко, саму суть я показал, а растягивать, не знаю, кому-то интересно, но основной массе я смотрю уже мало интересно. То, что там мы сидим, ну, это жизнь, охота и рыбалка. О, Господи, о, мышка какая здоровенная. Серега тут говорил, он говорит, воевал с этими мышками. Вот такая вот мышенция. Чебупелями прикормил, наверное, их здесь. Так что на земле я спать точно не буду. Просто здоровенная мышь вот такая вот. Даже не боится толком ничего. Он говорит, всю ночь воевал. Вот. А так-то 9 мая мы вчера, я не скрываю, мы вчера посидели, отметили. Утки летят. Чисто символически. Потом поехали домой, дома отметили. Вот. Сегодня проводил дочь. Ну, получается, день целых, выходной день был. Я не скрываю, отметили. Праздник 9 мая это огромный праздник. Я патриот своей отчизны. И всегда. У меня мой дед воевал. У моей бабушки родные братья погибли на фронте. 3 погибли, не вернулись. Очень много родственников со стороны отца, со стороны матери. У матери брат тоже под Ленинградом погиб. Так что они сложили голову за наше мирное небо, которое сейчас почему-то опять накрыло тучами. Почевение мы это сами все знаем, говорить об этом лишний раз не будем. Ну не наглей, а. Я ведь могу и палкой ударить. Не люблю тараканов, не люблю мышей. Просто на физиологическом уровне. Ладно, все, пока прекращаем болтать. Выходные прошли, сегодня сидим вечер, сегодня сидим утро. Утром проверяем сеточки.
которые здесь закинуты и на озере. И ждем звонка. Или по этому звонку мы определимся уже, или мы остаемся еще один день, или съездим на работу, отработаем и приедем сюда уже после работы, опять же на пару дней. Как-то вот так, вот такие вот планы. Ни пуха, ни пера. К черту. Хорошо. Что ни говори, все равно прекрасно. Птички опять запели. Солнце село. И главное, ни одного перелета. Вот тутка тоже свою хитрость имеет. Вот будет летать тогда, когда уже видимость будет на грани. И темнеет, и здесь уже не видно. Если на болоте там вот раньше, когда на весновке были, видимость еще более-менее была, то тут нет. Вот утро нравится, утром все светлее, светлее, светлее. И вот короткий промежуточек, где-то вот полчасика, даже минут 40-45. Вот то, что успел настрелять, ты настрелял. Потом рассветет тоже еле-еле. О, первая стайка. Свиязи. Свиязи летят вдоль кустов. Так, любимый Камерун. Сюда скинул. Убрал на ночь поплавок, потому что он очень яркий. Убрал. Но завтра надо будет обязательно поставить. Не хочу повторения прошлого года, когда я утопил камеру. С поплавком она не тонет, проверено уже. Штук 6, наверное, или 8 пролетело вдоль кустов. Там они сейчас крутанутся по лугам. Воды там еще нет. И одно из двух. Или они полетят дальше, вдоль берега по кустам сядут, или вернутся. Это... Да иди ты нафиг. Слышь. Блин, достал. Чем нагло не боится, блин. Ладно, все, друзья, пока выключаемся, ждем. Дальше будем снимать, что успеем на эту камеру. Очень много снятого материала на эту камеру пропало. 2 дня, наверное, если не больше, то, что сюда снимал. Полетела флешка новая, кстати, надо будет, если не получится отформатировать и не получится, надо будет сдать. По идее, гарантия год. Не знаю, по идее, должны вернуть деньги, хотя бы, если не получится там. Новая карта, дорогущая карта, просто полетела. О, лягушки заквакали уже. Офигеть. 2 дня тепла, еще лежит везде снег, а лягушки уже проснулись, уже квакают. Все, друзья, ждем. Да пребудет с нами удача. Чироксил. Подранок, что ли? Ёшкин кот. Уходит, блин. С первого номера я ж тебя не буду стрелять, блин. Ну, в кусты ушел. Уже в кустах. Так. Надо добить. Вот там он. Садился самец черка. Подранил. Пока перелета нет, попробую добить его поближе, если найду.
Ага. Хрен найдешь. Ушел в кусты. Затихарился. Завтра надо будет поискать. Вдоль кустов пройтись. Он должен или подохнуть, или где-то быть здесь, если берегом никуда не уйдет. Подранок. А вторым патроном у меня был крупная дробь. Я уже не стал пулять черка крупной дробью. Ладно. Один подраночек есть. Видно будет. Первый выстрел. $20.34. Первый. Надеемся, не последний. Шнеп пришел, пролетел. Вон чирок там крякает. Или крякает. По мере того, как становится темнее, потихонечку начали оживать. По идее, сейчас скоро должен начаться перелет. Вот они, вот они. Вот они, вот они. Так, включаем на всякий случай камеру, пока светло может быть видно. Если налетят. Но походу меня срисовали. Усели. Так, самца оставили. Самка улетела. Многие спрашивали, как я различаю самца от самки. Да элементарно. Самец намного ярче, чем самка. Что за утки, я не понял пока. Но опять же, он бьет крылом. Скорее всего, это или чирок, или связь. О, летит еще. Еще подлетают чирки или что это? Вот. Этот готов. Так, надо патрончик поменять. С пятерочки. 4 старых патрона было с пятерки. Ну, с полем Геннадий Геннадьевич лежит, не шевелится. Но доставать пока не будем, потому что шуметь никак. Сейчас попробуем увеличить, если получится. Посмотреть, что за утка там у нас. Так, где у нас? Вот так, где-то она здесь. О, сел. Есть. Есть второй. Это точно чирок. Еще сел беззвучно. Вот он. А нет, это
Это чучело. Вот там вот лежит. Вроде бы. Темно уже, плохо видно. Ладно. Не, патрон. Опять не передернул. Нет, на этот раз. Пятерки слабые эти. Заряд даже не передергивает. Так, ну чё, 2 утки вроде бы есть. И походу оба черка. Может быть съесть, не знаю. Утром разберемся. 2 готовые. И 1 подранок. Так, пока выключаемся. Ждем. Что-то где-то пролетело. Странно. Вроде начинали летать. И как началось, так и быстро перестало. Там, наверное, уже не видно. О, ровно 9. Пора уже. Пора. Видно, нет. Ну, чуть-чуть пусть минут 5 поснимает. Потом, если что, этот файл удалим, если ничего не сядет. И потом можно будет уже выключить. Потому что тоже отвлекаешься на включение. Выключение — это лишнее шевеление, которое не очень хорошо иногда сказывается. Ну, давай. Одни лягушки. И мышки, блин. Кто в теремочке живет? Мышка, наружка, да. Лягушка, кукушка, блин. Тишина. Сели. Блин, чертовы патроны, а. В жизни больше не буду покупать вот такие патроны. 5 био. Особенно на 5-зарядку. Не передергивают, блин. Вот СКМ. Это красава. Вот 4. Чувствуется вот мощь от 2 патрона. Так, ну пойдем. Здесь выключаемся. Вот 2 черка. 2 черочка пролетели. Так, ладно, потом заберем, пока не будем ходить тогда. Вот сели далеко. И поднялся сразу. Сел и сразу поднялся от чучелов.
Ладно, пока выключаемся. Так, вечерочек. На озеро куда-то сел. Видимость уже практически нулевая. Но пока еще видно. Мышка задолбала уже, блин. Шуршит и шуршит, вообще бесстрашно. Эту камеру уже смысла нет включать. Все равно ничего не видно. Ну и здесь скоро еще минут через 10, наверное, будет темнота. Пролетела. Блин, вроде бы начало. И все. Сходил все-таки на берег вон. Одну утку я, можно сказать, точно добыл уже. Она уже здесь в шалаше. Это опять шелохвость. Самец шелохвости. Недалеко был, прижал его сюда, взял. Там еще 2, наверное, должно плавать, по идее. Ладно, завтра утром расцветет, разберемся. Пока, можно сказать, одна утка уже точно здесь есть на месте. А там еще бабка надвое сказала: ночью можете сова утащить. Не раз такое было. И куда-то ли под ранком уплыть. Ну, вроде бы под ранком-то нет. Так-то видно. Так что завтра расцветет, посмотрим. Вся надежда на утреннюю зорьку. Что-то вечерком, я думал, будет лучше. Еще через полчасика покараулю и будем ужинать. Перекусим что-нибудь. Фонарик в кармане включился, полностью сел. Арматек поставил на зарядку. Хорошо, что с собой провода взял с пауэрбанком. Рюкзак хоть и тяжелый, но все необходимое с собой таскаю и иногда выручает. Все, пока тихо. Выключаемся, пока выключаемся. Просвистели черки, но походу стороной. До этого широконоски немножко. Что-то все стороны летят. О, опять слышно. Пока еще немного видно. В кустах, походу, сели на речку. Ладно. Подождем. Бля, кругом мышь. Вторая мышь уже шуршит, уже сзади, блин. Мышиное царство прям какое-то, бля. Куда они деваются, когда здесь все остров затопляет? Тонут, что ли, блин? А здесь все будет потоплено в скором времени. Ладно, пролетели. Ну что, друзья, съемки пока прекращаем ввиду того, что видимость нулевая практически. В палатку я не иду. Короткий перекус. Кушать взял вчерашний шашлык на углях на этот раз. Вчера готовили шашлык на углях, на мангале. С макарошечкой. Так, без сугрева, без костра. Перекушу Чайковского с термоса. Может быть 50 капель для сугрева. Чисто так. Съесть. Съездили вечерок, даже не понял. Изредка то там, то здесь. Посвистывает, поскрипывает.
Но редко-редко вся надежда на утреннюю зорьку. А так, кроме лягушек и мышек, большой живности не наблюдается. Вот немного полетало, немного пострелял. Ну, посмотрим. В принципе, во всей округе сильно больно выстрелов не было слышно. Верхом утка летит там по Печоре. Вся надежда на утреннюю зорьку. Все, друзья, пока выключаемся. До утра. Будет что-то видно, сделаем включение. Смысл снимать темноту, я думаю, никому интересно не будет. Если что, утром увидим, что мы настреляли, когда будем собирать наш урожай. Все, давайте, друзья, до утра.